Салем, Казахстан! Ну что, помните еще того микроволновочника из моего предыдущего видео, который оскорблял казахский язык и хотел свергнуть, как он выразился, долбанное казахское правительство? Вот он, родимый, сейчас предстанет перед вами во всей красе. Расскажет, как он горячо любит Казахстан, и что друзья у него казахи. И против долбанного казахского правительства он против ничего не имеет. А казахский язык он уважает. И даже вдруг заговорил на нем. Ну прям чудо! Давайте послушаем этого красавца и напомним каждому, что слово не воробей. И за любое оскорбление нашей нации и языка рано или поздно придется отвечать. Вот, люди, посмотрите. Купил микроволновку, микроволновая печь. Инструкция только на казахском и на английском. Это что за бред? Я живу в Казахстане, в западном. Посмотрите. Все на казахском и на английском. Где русский язык? Где русский язык? Как мне пользоваться? Я не знаю казахский, изучать его не собираюсь. Казахстан мне ничего не дал для того, чтобы я изучал казахский язык. Что делать? Это что, издевательство, что ли, казахского правительства над нами, блин? Такаев, Назарбаев, вы куда смотрите, блин? Где? Где на русском языке, на русском? Мы всю жизнь Советского Союза разговаривали на русском языке. Где на русском языке? Издеваетесь, что ли, над нами? Или вы ждете, пока мы свергнем ваше правительство долбанное казахское, блядь? Братья казахстанцы, приветствую всех. Приношу извинения за то видео, выложенное в ТикТок про микроволновку. Я сам родом отсюда, всю жизнь здесь прожил. И мои родители, и я. И половина друзей у меня тоже казах. Все общаемся всю жизнь. Против правительства ничего не имею. Просто в тот вечер при покупке микроволновки слишком много выпили алкоголя. И на эмоциях то, что в инструкции не оказалось русского языка, я заснял и отправил в сеть. Не думал, что таким действием обижу кого-то, но получилось наоборот. Ну и видео утром, конечно, я проснулся, посмотрел, удалил его. Не подумал, отправил, короче. Сам казахский немного понимаю, обиходные слова учу, чтобы каждый день общаться. По работе и так в жизни. А так, Курумте, Атандастар, осы бойынша кішігірім судаймын.